оснований для отмены постановления судьи Московского районного суда города Казани Республики Татарстан не имеется. Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 30.7, статьей 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях решил постановление судьи Московского районного суда города Казани Республики Татарстан от 16 января 2013 года по данному делу об административном правонарушении оставить без изменения жалобу Василова и его защитника Гвоздецкого без удовлетворения. Замечательно. Хороший член Европейского суда. Вы довольны решением суда? Он меня немножко развеселил, чуть обозлил. То есть, скажем так, я полагал все-таки, что судья чуть-чуть добросовестнее будет себя вести, это раз. Как вы видите, во-первых, ни определения не было вынесено, хотя и письменно в жалобе, и устно я полчаса говорил, ни намека на эту тему, только общие фразы. Кроме того, опять-таки, абсолютно никакой характеристики не дано доводом о том, что требования были незаконные. Просто опять декларация, как и суд первой инстанции, ни на чем не основанная, что не подчинилось законному требованию работников полиции. Я когда объяснял, что требование незаконное, я говорил, что, во-первых, полиции в принципе не свойственно и запрещено вмешиваться в имущественные взаимоотношения. Для этого в стране существует и создана служба судебных приставов. А во-вторых, распоряжение председателя Куки в договорных отношениях спорных не является основанием. Только через суд, как, кстати, сам владелец этого помещения, арендодатель, и указал в договоре, через арбитражный суд. Хотя бы вот это, так как это, мягко говоря, не выдержит никакой критики, я полагаю, что, скажем так, это политическое решение еще принесет много боли тем, кто его вынес.